Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Хаумалыгы дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск передачи «Обсудим с Русланом», где мы обсуждаем новости, которые прошли за последнюю неделю. Нам есть что сегодня обсудить, и начнем мы с того, что у Хабирова, видимо, выбивают последние козыри из рук. Мы знаем, что при Хабирове республика скатилась, богатейшая республика России скатилась в середнячки, набрала огромное количество долгов. Допустим, вот я в прошлом выпуске говорил о том, что Хабиров набрал долгов больше, чем два предыдущих президента наших, Хамитов и Рахимов. Вот они вдвоем не набирали столько долгов, сколько Хабиров один набрал за 7 лет управления. Плюс при Хабирове уже сегодня цифра за 40 перевалила цифра людей, которые разного уровня, чиновников, министров, которые глав районов, которые осуждены или привлечены к уголовному делу и ведутся уголовные дела по ним за коррупцию, за мошенничество, за откаты, за взятки и так далее. 40 человек. И плюс при нем за 7 лет произошло два крупнейших события, два крупнейших протеста, такие как Куштау и Баймакские события. Любой другой глава того или иного региона улетел бы давно, но Хабиров сидит. Сидел он только за счет того, что отправлял безумное количество людей на войну в Украину, что нужно и Путину. И сегодня цифра там людей, которые прошло через войну, воюют или погибло, или которые возвратились, в общей сложности перевалило за 50 тысяч человек. Из них 6 тысяч официально признаны погибшими. Вот в июне месяце число перевалило за 6 тысяч человек, погибших официально из Республики Башкортостан. Мы занимаем стабильно второй год подряд первое место по количеству погибших по всей России, среди регионов. Вот за счет этого Хабиров сидел. Но, видимо, сейчас и это заканчивается, потому что людей нету. Людей нету, и денег нету, чтобы платить, и поэтому упали выплаты республиканские с 1 600 000 до 1 000 000. Чтобы как-то компенсировать эти выплаты, чтобы как-то пытаться набрать людей, он заставляет... мы и так знаем, что практически всем регионам, всем главам районов спущены цифры, что каждый глава района должен поставить столько-то и столько-то людей. Там собрали уже всех бомжей, всех там закредитованных людей, всех набрали, кого можно, весь асоциальный элемент, который есть в районах, в деревнях, в аулах, всех собрали, уже отправили, отправлять больше некого. Но люди нужны, потому что Хабиров хочет сидеть дальше главой. А так как выплаты упали, он сейчас заставляет именно районы платить со своего бюджета. И даже не столько районы, сколько сельсоветы. Так, допустим, Новокаинвыковский сельский совет Краснокамского района выплачивает 100 тысяч рублей со своего бюджета, с бюджета не района Краснокамского, а с бюджета сельского совета, вот это Новокаинвыковского, 100 тысяч рублей за подписание контракта. Откуда деньги у сельсовета? У них денег-то практически нету, но их заставляют платить за эти контракты. Глава этого сельсовета Валиева Лилия Магановниевна. Валиева. Так что, запомним ее фамилию, потому что будет кому потом предъявлять уголовное обвинение. 100 тысяч. Но ее эти выплаты переплюнул Верхнеяушевский сельский совет Федоровского района. Там платят 350 тысяч рублей за подписание контракта. Сельский совет. Глава сельского совета Дашкин Радик Расфарович. Тоже запомним, конечно же, и внесем в списки определенные. Так вот, 350 тысяч за подписание контракта. Откуда у сельского совета такие деньги, чтобы он со своего бюджета платил за подписание контракта? Я точно знаю, и мне с мест писали и говорили о том, что Федоровский район один из самых беднейших районов республики. Половина дорог не заасфальтирована, а та половина, которая заасфальтирована, давно требует ремонта. Огромное количество домов и населенных пунктов не газифицированы. Требуют ремонта школы, детские сады,
медицинские учреждения, больницы и так далее, ФАПы. Нужно обновлять оборудование. На все это нужны деньги. Система ЖКХ там полностью все вышло из ремонта требует, большого ремонта требует. На это все нужны деньги. Денег нету. Сам Федоровский район, у него дефицит бюджета 18,3 миллиона рублей у Федоровского района. Но они заставляют сельские советы выплачивать по 350 тысяч за подписание контракта. Я думаю, что здесь почему выбран Федоровский именно район, Хабиров выбрал, наверное, потому что именно с Федоровского района меньше всего ушло на войну, меньше всего подписывает контракт, ну и, соответственно, меньше всего погибших. Это район, который по всей республике Башкортостан, в нем погибло меньше всего людей на войне в Украине. 27 человек. Ну, для сравнения, допустим, в Учелинском районе погибло 160 человек. Есть разница, да? В Учелинском, не в Учелинском, а в Абзелиловском районе 160 человек погибло. Есть разница 160 и 27. Конечно есть. Значит, с Федоровского района не очень и хотят ехать. А Хабиров, его, видать, жаба давит, что вот в одном районе столько погибает людей, а в другом районе там не погибает вообще. И нужно, чтобы погибало больше. И вот он заставляет с этого района отправлять как можно больше людей. Заставляет выплачивать сельские советы такие деньги по 350 тысяч. Ну вот это просто безумная политика по уничтожению нашего населения. Безумная политика, за которую, конечно же, придется нести ответственность. Хабиров это точно. То есть глава района точно. Ну и вот эти председатели сельского совета, что они думают, как... Я бы вот, нормальный человек, у которого есть совесть, он бы давно подал бы в отставку. В отставку, и, глава сельсовета, он, в принципе, это не такая должность, чтобы там можно было обогатиться как-то или что-то там, зарплатов там таких нету. Но сидят и вот подписываются под такие преступления против человечности. Аллах им судья, как говорится. Следующая новость тоже, в принципе, касается вот как раз местного самоуправления. Хабиров внес через своих послушных депутатов в Госсобрание Курултай, внес изменения, смог точнее внести изменения в Конституцию Республики Башкортостан. И теперь депутаты проголосовали за это, утвердили это. И теперь Хабиров может сам лично, непосредственно своим указом напрямую вмешиваться в работу, скажем так, муниципалитетов, выносить предупреждения, объявлять выговоры и даже увольнять глав городов, глав районов. Раньше это могли делать только на местном уровне. Сейчас лично Хабиров может все это делать. Это тоже, скажем так, процесс, который идет к тому, чтобы вот выстраивание вертикали власти, так называемой. Когда все переходит в ручное управление, когда вот Уфа вмешивается даже не столько, скажем там, как в дела министров своих, а уже в каждое сельское поселение вмешивается, чтобы там был нужный человек, чтобы там не было никакого недовольства, чтобы там вот под козырек брали любое исполнение, любой приказ, вот как тот же самый приказ по выплате 350 тысяч за подписание контракта. До сельских советов дошли. Вообще по всей России сейчас идет вот это вот, скажем так, изменение, в муниципалитетах, в системе муниципального образования. И депутаты Госдумы внесли, Крашенинников такой, они внесли законопроект и его утвердили о том, чтобы отказаться от двух уровней системы муниципального управления до одноуровневой системы. И что это означает? Это означает, что когда двухуровневая система, то есть в каждом районе есть глава, которого выбирает, есть депутаты, которых тоже выбирают, а одноуровневая система уничтожает эти выборы, уничтожает этих депутатов. Соответственно, вот за это боролась как раз и Республика Алтай. Они выступали против. Там мы знаем, что Андрей Турчак, такой варяг из России, приехал в Республику Алтай,
Алтай, еще раз говорю, я вообще против того, чтобы вот называть Россией разные национальные республики. Они не в составе России, для меня. Ну, в общем, мы тоже часто говорим, что вот там в России, да, живя в республике Башкортостан, многие говорят там в России. Вот. И это я тоже так говорю, чтобы вы примерно поняли, почему я так говорю. Так вот, в республике Алтай как раз и вышел протестовать народ против того, чтобы перейти на одноуровневую систему муниципального управления. Они протестовали против ликвидации вот этих сельских глав, сельсоветов, в общем, да. То есть одноуровневая система – это когда происходит ликвидация сельских советов, и вместо них назначаются чиновники, ставятся чиновники со своим там минимальным аппаратом, там замом, секретарем и так далее, и вот они управляют. То есть народ уже не может, скажем так, через своих доверенных лиц, избранных на выборах депутатов, то есть как-то влиять на то, что происходит у них в районе. До этого они выбирали депутатов сельских советов, депутаты эти выбирали себе главу и таким образом как-то там решали местные вопросы, вопросы местного самоуправления. Могли решать вопросы с бюджетом, с образованием и так далее. Сейчас это все ликвидируется. Именно против этого выступили жители Алтая, республики Алтай, потому что там практически все местное коренное население алтайцев живет именно в районах. Также и Андрей Турчак, вот этот глава республики Алтай, внес у них в Конституцию, изменил ее и убрал оттуда слова о неотчуждаемости территории и целостности территории. Вот эти слова он убрал, тем самым поставил под опасность целостность территории республики Алтай. То есть ее сейчас можно легко, уже в Конституции таких, если слов нету, то ее легко можно будет слить с каким-нибудь другим регионом, либо вообще ликвидировать. Вот. Это делают варяги такие. И, конечно же, народ был против. И там, мы помним, был большой митинг, 4000 человек вышло. Вот. У нас пока не убирают до одноуровневой системы, у нас пока еще двухуровневая система, но постепенно Хабиров к этому идет. Я думаю, что у нас тоже пройдет эта реформа до одноуровневой системы, когда ликвидируют сельские советы, ликвидируют депутатов, не будет никаких выборов, а будут просто назначенцы от Хабирова, или вообще там вместо Хабирова, если придет кто-то какой-нибудь Табуреткин, от него будут назначенцы в каждом районе, которые будут контролировать вообще процесс работы и жизнедеятельности того или иного района. Вот к этому все идет. На это заточена система муниципального управления. Лишить народ избранности, лишить народ, чтобы от них выбирались депутаты, главы, чтобы чтобы от народа люди могли сами контролировать, что у них происходит в районах. Это все сейчас убирается Путиным. К сожалению, так. И вот у нас Хабиров, как я и сказал, он протащил в Конституцию вот эти изменения, что он сейчас сам лично может убирать глав районов, глав городов. И, к сожалению, депутаты, он выстроил под себя так очень, скажем так, хорошо выстроил под себя наш парламент, наше госсобрание Курултай. Потому что за этот закон из 108 депутатов 107 проголосовали за. Никто против не проголосовал. Один просто не голосовал вообще. Не знаю по какой причине он не голосовал. Но 107 проголосовали за. То есть это настолько ручной парламент, что любое какое там желание Хабирова можно протащить через этот говенный парламент башкирский наш. Завтра захочет Хабиров ликвидировать республику. Депутаты быстро подмахнут за. Захочет изменить название. Вместо Республика Башкортостан будет Уфимская губерния. Депутаты проголосуют за. Ручные обезьянки. Вот. Это не депутаты, которых не выбирал народ. Это те, которых просто туда назначил Хабиров. Ну и последняя новость. Хорошая новость, я считаю, это то, что в Буздякском районе, в селе Амирово, залили красной краской бюст
тирану, палачу, убийце, диктатору Сталину. Там такой бывший экс-депутат Госсобрания Курултай, коммунист Рустем Хафизов пытался установить бюст Сталину, но вообще он пытался там на муниципальном земле установить этот бюст в этом селе Амирово, но местные жители были против. Вы молодцы, красавцы, выступили против. Вот. И ему пришлось устанавливать этот, все равно он не отказался от желания установить памятник Сталину, этому палачу, и установил на своей частной территории этот бюст. В итоге ночью, вот на этой неделе, буквально это, по-моему, произошло 2 дня назад, ребята из организации, я так понимаю, есть такая организация БКХ, Бет Карахалык, они переводят себя, залили красной краской этот бюст. Тем самым показали свое отношение к этому палачу. Я напомню, что при Сталине более 50 тысяч человек было репрессировано из Башкирской республики. 40 деятелей культуры, политиков за одну ночь было арестовано и расстреляно впоследствии. Лучших людей из башкирского национального движения, из башкирской элиты, культурной элиты было репрессировано. Лучшие люди были убиты, уничтожены, сосланы в лагеря, расстреляны и так далее. Именно вот при Сталине. Поэтому для нас он палач. Палач, который издевался над нашим народом. Голодомор был, мы помним, да? Какой они провели. Сталин там во многом отвечал за национальные отношения, за национальную политику. Именно при них было уничтожено 700 тысяч башкир, умерло от голода во время Зураслык голодомора. Именно при сталинских чистках и репрессиях погибло огромное количество наших национальных деятелей, которые стояли у истоков становления нашей Башкирской республики. И вот когда его облили краской красной, красавцы просто, уважуха. И вот это, кстати, организация Бет Карахалык, она не первая такую акцию проводит. До этого они, у них в телеграм-канале, они поджигали дом такому пропагандисту, и отъявленному негодяю Ринату Баимову, ворота ему сожгли. Потом они сжигали машину судье, которая судила Айрата Дильмухаметова. Так что они, конечно, не часто действуют, раз там, по-моему, в полгода у них проходят акции, но проходят. И очень хорошо, я считаю. Вот всех вот этих негодяев нужно держать в страхе. В страхе, чтобы они думали и знали, что не все им позволено, что есть люди, которые за ними следят, и что есть наказание. Может, многие думают, что вот они умрут и там доживут до старости лет и спокойно в постели умрут. Но они ошибаются. Некоторые сейчас отвечают, как мы видим, а другие впоследствии ответят перед законом Республики Башкортостан, когда Республика Башкортостан станет независимым государством. Так что вот такие новости. Пожелаем успехов и удачи этой организации Бет Карахалык. Надеемся, что они будут также держать в тонусе всех наших манкуртов, чиновников и различных пропагандистов, которые помогают уничтожать наше башкирское население, население Республики Башкортостан, наших башкир, чтобы они не расслабляли свои булки, пока есть организация Бет Карахалык, пока есть башкирское национальное движение. Я думаю, что они будут наказывать таких людей. Пока к власти не придем мы, люди, которые сделают Республику Башкортостан независимым государством, проведем аудит республики, проведем чистку. Чистку имеется в виду не как во времена Сталина, а просто будем увольнять тех, кто был виновен в смертях башкортостанцев, ну, допустим, как во время баймакских событий, да? Все, кто там был замешан в смертях, в пытках, в арестах, конечно, они понесут наказание перед судом. Рифата Даутова никто не забыл.
Но это произойдет уже в самом ближайшем скором будущем. Недолго осталось ждать, я думаю, тоже пару лет и все. Иллюстрация неминуема. На этом все. Хурматли милләттәшләр. До следующей недели.